Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Грозный приходит в себя после разрушительного урагана. Оценить весь ущерб, нанесенный стихией, предстоит компетентным органам. В парламенте региона прошло торжественное мероприятие в честь Дня гражданского согласия и единения. Там говорили об истории республики и о подвиге великого Ахмата Хаджи Кадырова. Мусульмане Мариуполя снова смогут молиться в соборной мечети. Святыню восстановили на средства регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Такбир! Аллаху Акбар! Такбир! Аллаху Акбар! Такбир! Объединение разрозненного общества Ахмат Хаджи Кадыров считал одной из первоочередных задач. На закате военных действий в 2002 году, когда успех был гарантирован и подпитан множеством усилий, первый президент Чеченской Республики учредил праздник – День гражданского согласия и единения. 6 сентября его отметили в стенах парламента региона, где прошло торжественное заседание. Празднование Дня гражданского согласия и единения в парламенте открывает выставка. Здесь предметы быта и культуры разных национальностей. Многие экспонаты уникальны. На торжественном заседании парламента много представителей команды, основанной Ахматом Хаджи Кадыровым. Вместе они вспоминают о том, какой путь прошла Чеченская Республика, чтобы стать самым безопасным и комфортным для жизни регионом. Смелый и дальновидный политик Ахмат Хаджи Кадыров. Он проложил путь к процветанию, и каждое его политическое решение было рассчитано на долгосрочную перспективу. Приветственный адрес лидера субъекта Рамзана Хаджи Кадырова зачитал руководитель администрации главы и правительства Галас Таймасханов. Позвольте мне зачитать приветственное слово главы Чеченской Республики, героя России, генерал-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова. Дорогие друзья, поздравляю всех с Днем Чеченской Республики, Днем гражданского согласия и единения. Этот праздник посвящен нашей малой родине, ее государственности и единству ее народов. В нашей республике в мире и согласии проживают представители более 80 национальностей. Они чтут свои традиции, культуру, и мы помогаем им в этом. Этнокультурная гармония, дружеские связи с другими народами и неограниченные возможности для развития – это результат мудрой политики, определенной нашим первым президентом, героем России Ахмат Хаджи Кадыровым. С высокой трибуны участники заседания говорили о подвиге Ахмата Хаджи Кадырова, который вписан не только в историю чеченского народа, но и всей России. То, как регион стремительно развивается и преображается, заслуживает уважения и привлекает множество туристов, отмечают почетные гости праздника. В этот день в этом зале присутствуют те люди, которые своим трудом делают республику краше, делают республику еще лучше. За эти годы, сколько я уже служу на Северном Кавказе, много только по моей линии руководители обратились ко мне для того, чтобы посетить Чеченскую Республику, посетить Грозный, посмотреть те красоты, те красивые места на территории республики. Это говорит о том, что республика является привлекательным субъектом Российской Федерации. Хочу поздравить в этот день всех парламентариев, членов правительства, депутатский корпус, коллег-силовиков с Днем Республики, пожелать крепкого здоровья, благополучия. Уверен, что тот путь, который был избран первым президентом Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадыровым, он и продолжается, и совершенствуется новым лидером, главой республики Рамзаном Ахматовичем. Мир и стабильность в республике достигнуты благодаря усилиям и кропотливой работе Ахмата Хаджи Кадырова, говорит министр внутренних дел Руслан Алханов. Праздник День единения и согласия там догадает для воин мага дохалер пач халгавелла 2000 года нохчи кам البيوت من بقر هذا قنا إرسي داغري تقاجنا ونخشي كاك إتنا استخدر غير وندال بويس نجا عن يورو بدعوان غير وندال تغنا إتخينا أهم دالشين إلى بحر وستقواتر هو مثلا خير والله واتر هندا أهم دالشة شينتي نخشي قوم بالا لازم شينتي لاتة
Ирсия дагр но дагрой. Референдум бир, но референдум وما ريفين بيلشينا اتحاد تانداس تلقى بيرناخ بازر داق ديول بوش ناخ بازر قوم كوردينير هر شادكي حور زاور كوردادين هر توم كوردينير داق كونترسيس اوبراتيس كوردينير ويقام داغلوش در شو أهم تعجين شو بوش تقدر يسخينا وتقوم نخشي قومي خطوة تنمولة باغ ديونوس توقول ويقومي خطن داس مولة أقر دي دقدا إدلاسون إسخينا شيستو سنتيابر قاش دي شيستو سنتيابر يحميان شبور بي تعبور بي بو السيتواسيون شخينا عام داش ودين يدينيني согласиел иден обозначь дирду шестой сентября ويقيم تاع غور شاك شدوق праздник ديدوال إدي دق دوش عام داش قوينا خور عام داش شيسا ديق تقوش نخجي قوم ديح خلق ديح شيسا دادل دالغاز قبلور عام داش دق الخلق ديح سندقليتمش من الخلق قوش دينا نخجي قام إرسي داغر نوق ديخي ويباتحو رمضان حج. Благодаря дальновидности Ахмата Хаджи Кадырова и его мудрой политике, на территории Чеченской Республики в мире и согласии проживает около 80 национальностей. Все они представлены в органах государственной, муниципальной и законодательной власти, учреждениях здравоохранения, образования и культуры, вносят достойный вклад в развитие республики. Сегодняшнее единение, консолидация всего общества, всех этносов, всех конфессий в республике является беспрецедентным в истории нашего народа. Никогда не было такого объединения, и, безусловно, это является заслугой нашего первого президента, героя России, нашего национального лидера Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня мы в 22-й раз отмечаем данный праздник, День гражданского согласия и единения. Учреждение этого праздника в самый сложный период в истории нашего народа в 2002 году нашим первым президентом отражает, насколько дальновидным, мудрым политиком был наш первый президент Ахмат Хаджи Кадыров. Самое сложное время для нашего народа Ахмат Хаджи четко осознавал уже в этот период, в период потрясений, разрухи, что в первую очередь необходимо наладить мир, стабильность между всеми народностями, между всеми конфессиями, что является ключевым, фундаментальным фактором для дальнейшего развития любого региона. В критический период 90-х годов, в начале 2000-х многие представители других национальностей, других конфессий, они по понятным нам причинам были вынуждены покинуть республику. Но сегодня, по истечению чуть более 20 лет, мы с гордостью можем заявить, что в республике проживают в мире согласии около 55 тысяч представителей 86 этносов. Они все наши братья и наши сестры. Чеченская республика – их дом. Они себя чувствуют здесь комфортно, удобно соблюдать свою культуру, свои традиции, обычаи, свои религиозные ценности. Точно такое же внимание уделяется и всем конфессиям в республике. Создаются прекрасные условия. Сегодня в республике функционирует 17 объектов православной церкви. Все священнослужители, они обеспечены заработной платой, они обеспечены транспортом служебным, они обеспечены жильем за счет средств регионального фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Поскольку представители всех национальностей, всех конфессий, они все, как и жители, остальные жители республики, являются командой нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Кроме того, представители разных национальностей и конфессий, они сегодня встроены в структуры различных министерств, ведомств, организаций, они представлены во всех ветвях власти. Сегодня дело Ахмата Хаджи Кадырова живет и процветает. Поэтому удается сохранять мир и стабильность на территории региона, резюмировали участники заседания. Ислам Иршов, Турпал Алханов. Неделя. Владимир Путин наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Таким образом, президент страны отметил ее вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Также за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу глава государства наградил орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Галаса Таймасханова. Последствия сильного урагана устраняют в Грозном. Он обрушился на столицу Чеченской Республики 6 сентября. В результате стихийного бедствия была повреждена часть инфраструктуры. На ее восстановление по поручению главы региона были брошены все возможные силы экстренных служб. Подробности далее в сюжете.
Шквалистый ветер и ливень обрушились на столицу региона 6 сентября. В результате непогоды были повреждены фасады зданий и линии электропередач. Жители некоторых районов остались без света. Одна белая пелена и все. Также во время урагана прошел крупный град. В некоторых домах выбиты стекла, повреждены автомобили, стоявшие на улице. О силе ветра можно судить по деревьям, вырванным с корнями. Последствия стихии колоссальные. Ураган сносил крыши домов и повалил рекламные щиты. Все это сопровождалось сильным дождем и градом, в связи с чем несколько улиц Грозного были затоплены. Ветер был настолько сильным, что опрокинул башенный кран. Рабочий, находившийся в кабине, погиб. В момент падения спецтехники засняли очевидцы, студенты госуниверситета. Рамзан Хаджи Кадыров сразу же поручил экстренным службам оценить ущерб и помочь пострадавшим. На данный момент на улицах и во дворах домов убирают поваленные ветром деревья и столбы, а также восстанавливают поврежденные здания и инфраструктуру. Пострадавшие районы приводятся в порядок с первого дня. Работники всех коммунальных служб и различных учреждений расчищают улицы города. Работы по устранению последствий стихии идут полным ходом. Ситуация находится на личном контроле главы республики. Диана Хармуш, Адам Михеев, Ибрагим Батаев. Неделя. Ярким событием в жизни мусульман Мариуполя ознаменовалась эта неделя. Накануне здесь состоялось открытие соборной мечети. Работы по ее восстановлению и реконструкции велись за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. На церемонии побывала и делегация из Чеченской Республики под председательством муфтия Салаха Хаджи Межиева. Он поздравил верующих города с открытием святыни и пожелал милости Аллаха и его благословения. Святыня имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы получила повреждения еще в самом начале специальной военной операции. Спустя более года мечеть в обновленном виде снова открывает двери для молящихся. Работа по восстановлению святыни велась за счет средств регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На торжественном открытии мечети после реконструкции съехались представители Духовного управления мусульман со всей страны. Чеченскую делегацию возглавил муфтий Салах Хаджи Межиев. На торжественной церемонии собравшиеся открыли памятную табличку. На ней указано, кто финансировал реконструкцию святыни. Такбир! Аллаху Акбар! Такбир! Аллаху Акбар! Такбир! Аллаху Акбар! Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Также состоялась церемония разрезания красной ленты. После этого на встрече зачитали приветственное письмо от муфтия России. Эту почетную миссию выполнил его заместитель Дамир Мухиддинов. Торжественное открытие Мариупольской соборной мечети – это милость Божья для всех, кто всей душой стремится к Творцу и желает быть из числа праведных, богобоязненных, помогающих Господу. Сегодняшний день войдет в историю как символ созидательной деятельности людей разных религий во имя веры в Творца и во имя своего Отечества. В свою очередь, муфтий Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев зачитал приветственное письмо от главы субъекта Рамзана Хаджи Кадырова. Дорогие братья и сестры, мы с вами были свидетелями того, как Мариупольская мечеть, являющаяся символом свободного вероисповедания и мира, была разрушена в результате безжалостных обстрелов украинскими националистами. Мы сегодня боремся против общего врага. И, несомненно, эта борьба является священным джихадом для каждого мусульманина. Мы противостоим нацистам и сатанистам, которые бессовестно посягают на нашу религию, показательно оскверняют священный Коран, задевают религиозные чувства верующих. Такова идеология коллективного Запада и их марионеток.
Им ненавистны религиозные, культурные и семейные ценности, за сохранение которых сегодня борется наша страна. Как мы знаем, ислам является уважаемой религией в России. В нашей стране законом охраняется священный Коран, честь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и религиозные и семейные ценности. Мы с вами едины в нашей борьбе, но кроме того, и в деле восстановления мирной жизни мы должны быть друг другу подспорьем. Именно такими были заветы первого президента Чеченской Республики, Героя России, шейха шаида великого алима Ахмад Хаджи Кадырова, да Аллах кабул дольсун, который был убежден, что мира и процветания можно достичь только благодаря единству. Незамедлительный отклик на финансирование реконструкции разрушенной мечети от моего дорогого брата, главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и его мамы, президента регионального общественного фонда, уважаемой Айманы Несиевны, является показателем исследования пути Ахмата Хаджи Кадырова. Стоит отметить, что на средства фонда в Чеченской Республике и за его пределами построено около 500 мечетей, 1000 святынь реконструировано, также построено сотни медресе. Мы искренне благодарим Рамзана Ахматовича и Айману Несиевну за этот вклад в восстановление не только духовной, социальной жизни региона, а сама мечеть, представленная в новом облике, является символом победы над нацизмом. Пусть Всевышний Аллах примет наши благие деяния и дарует нам свою безграничную милость. Руководителя фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Кадырову наградили орденом почета Аль-Фахр. Во имя ценности милосердия и человеколюбия, утверждения в обществе идеалов материнства и традиционной крепкой семьи, наградить высшей награды мусульман России орденом Аль-Фахр, орден почета, президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова Кадырову Аймани Несиевну. Просим Салаха Хаджи передать эту высокую награду. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Муфтию Чеченской Республики Салаху Хаджи Межиеву вручили медаль мусульман России. Наградить медалью мусульман России за духовное единение председателя Духовного управления мусульман Чеченской Республики муфтия Межиева Салаха Хаджи. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Первую молитву в мечети после реконструкции прочитали под руководством Салаха Хаджи Межиева. После этого верующие прочитали мавлид. Реставрации подверглось практически все от парка, фасада и купольного покрытия. Обновили убранство, библиотеку, а также весь необходимый служебный инвентарь. برتخلش معتدل قيتم تبوش بو برت شنين برت بلا قوزلو شاو الدل وي اوقو مري اوبل شوها ماجدك حديلي يرى قوزدل موستش دوغا دينا درجيه ات دوتش نو دقيقه استيبنا هلك دينير بعدو مصومتها وي مخكا وي مخل ارحا Ahmad Hajdal Gazut Qabul Doilsuna sun tsara yolshol fondu sun fond kvarta yolshol way mehnan Ayman Hajz işte way mehdas yerdelse yot yolshol zaman çah hal khilchul khaz berkat nuri gutubash irtodash churtodash khazdash aqad haldina almegedosh derigiya yerdelse da dina khuda bosh buzumda gana işte da'watina tagan way hadilik yara Мечеть в Мариуполе – один из главных храмов Духовного управления мусульман Донецкой Народной Республики. Теперь она вновь открыта для общинной жизни. Абдулла Батаев, Аслан Исхаев. Неделя.
Чеченская республика готовится к международной выставке форуму «Россия». Она начнется в ноябре текущего года на территории ВДНХ и продлится до апреля 2024 года. Цель выставки – демонстрация важнейших достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики. В рамках подготовки и участия нашего региона к такому событию проведено 2 заседания Республиканского оргкомитета, а также совещания и рабочие встречи с представителями профильных министерств. На сегодняшний день в ходе проведенной работы подготовлена и утверждена концепция участия Чеченской Республики в выставке форуме «Россия», дизайн-макет стенда Чеченской Республики, различные мероприятия, которые мы будем проводить и в которых мы будем принимать участие. Для Чеченской Республики основной задачей является продемонстрировать основные достижения региона за последнее время, вызвать интерес у участников выставки, желание посетить республику в туристических, познавательных целях. Для этого подготовлена обширная программа. На стенде Чеченской Республики есть стационарные, интерактивные зоны. Например, будут продемонстрированы национальная одежда, предметы быта, экипировка, оружие, какие-то другие предметы старины и современности, которые вызовут интерес у посетителей стенда Чеченской Республики. В медресе Даруль-Куран Аль-Карим имени Неси Байсултанова прошла встреча директора духовной школы с первой группой студентов. Советник главы Чеченской Республики, известный богослов Адам Шахидов, рассказал об учебной программе, в которую входит заучивание Корана и изучение арабского языка. Он также призвал родителей не оставаться в стороне от образовательного процесса и строго следить за дисциплиной детей. تخيلوا الشاشة ديماني سي لارم مصو أغر لخرج بارناحة أو ديل ديل ووزة إنجيزة تودي قوش ده نيتش أربع تلوش مطعرق إذا يلسمن بيوش نوقع دنيا أويلة سيش الله ديل دقاء لاتي تندح دايش نانوش ديودلو أحويجي بس ديلك أو يشونا شو ديوزورش بقير عيل نابوش دال شايبين أكتر بلوشه هو حجر شكبر مبوش. В своем выступлении Адам Шахидов отметил, что открытие медресе стало возможным благодаря поддержке главы Чеченской Республики. Отдельно он рассказал о роли Рамзана Хаджи Кадырова в строительстве исламских учебных заведений в регионе. После собрания присутствующие прочитали мавлид. يولش خناح أو خز خيشتر يولش أو أرجون شوح يلي تشين أدير يا سر رمضان حجنا مس أنا آدم حجنا ده شيء يعود يرسل حق ده يحبيت كيلوق مس أنا ده الإيمان إسلام إحسان سو داخل ومس بصمده. Всероссийский донорский марафон «Давай вступай» прошел в Грозном. Участие в акции приняли сотрудники различных организаций республики. Вступить в федеральный регистр доноров костного мозга может любой здоровый человек от 18 до 45 лет при отсутствии противопоказаний. Проект охватит 72 города нашей страны, а завершится акция 10 ноября. В связи с тем, что у нас очень быстро развиваются онкологические заболевания, особенно рак крови, и поэтому доноры клеток костного мозга очень востребованы. Совпадение по этому анализу бывает 1 на 10 тысяч человек, поэтому чем больше людей вступит в федеральный регистр, тем больше шансов у наших онкологических больных детей найти своего донора. Вот представьте себе, за 22 год 16 детей Чеченской Республики, которые у нас в онкогематологии лечатся, получили переливание клеток костного мозга. В Грозном прошел турнир по мини-футболу. В нем приняли участие 6 команд. Среди них ветераны футбола, журналисты, команда «Чеченэнерго», Министерство труда, занятости и социального развития региона, госслужащие и подростки, состоящие на учете в надзорных органах. Игру приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и к 72-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Главный принцип этого турнира состоит в том, что мы привлекаем молодежь, особенно оступившуюся молодежь,
к спорту. Мы говорим, что государственные учреждения, органы исполнительной власти, о них думают, о них заботятся. И на примере нашего старшего поколения, людям, которые за 60 лет, а сегодня даже будут играть те, которым под 70 лет, мы привлекаем этих молодых людей на опыте наших старших братьев, чтобы они проявляли себя порядочными, спортивными и стремились в общество, внедрялись в общество, а не изолировались от общества. Напомню, ежегодный турнир по мини-футболу проводит Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В этот раз победила команда «Чеченэнерго», второе место заняла команда «Ветераны в войнах» и третье – Министерство труда, занятости и социального развития. Всем участникам организаторы вручили призы. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.